Уважаемые Садыр Нургодиевич и Камчебек Кадыршаевич, скажите, пожалуйста, одно слово. Помиловать. Оставьте эту вдову с ее детьми в покое. Я не желаю вашим женам, чтобы они сидели вот так и кого-то просили о чем-то. Пусть вы проживете до старости вместе. Пусть ваши жены не познают того, что испытываю сейчас я. Пожалуйста, в этой ситуации может оказаться любой. Я вас прошу. Интернетте Кремтөбөл Камчыкөлбаевдин жубайымын деген аял видео кайрылуу жасады. Ал TikTok социалдык тармагында бүгүн 7 октябрда жарыяланды. Аялдын айтымында ал Камчыкөлбаевга турмушка чыкканда жолдошу карапайым жигит болгон жана эч кандай макамы болгон эмес. Ал Камчыкөлбаев менен экөөнүн 6 баласы, 8 небереси, 2 келини жана 3 күйөө баласы бар экендигин билдирген. Чет жерде эч кандай эсептерибиз жок. Ал үй бүлөсүнө эч кандай миллиондорду таштаган жок, дейт ал. 4 октябрда Кремтөбөл Камчыкөлбаев атайын операцияда УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөтүүдө өлтүрүлгөн. 5 октябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары мыйзамдагы ууру деген болбойт деген. Саламатсыздарбы. Приветствую всех, кто меня видит. Я являюсь супругой, теперь уже вдовой Кульбаева Камчыбека, и считаю своим долгом сделать это видеообращение дабы сохранить светлую память моего покойного супруга. Это мой долг, как его жены, как спутницы жизни его. У нас 6 детей, 8 внуков, 2 снохи, 3 зятя. Это все наши дети. Я хочу немного рассказать о нем, как о человеке, потому что для меня и для наших детей, для родственников он останется любимым мужем, отцом, который воспитал этих детей, дал им достойное воспитание. Я думаю, что люди, знающие нас, это подтвердят. И это говорит о том, что он был человеком достойным и жизнь свою прожил достойно. У него были свои жизненные принципы, моральный устой. Он был по жизни лидером, имел такие сильные качества для мужчины. Он излучал такую жизненную энергию и энергетику, что все люди, которые когда-либо соприкасались с ним, они все доверяли ему, уважали его, и все чувствовали, что он даст им какую-то защиту, какую-то помощь. Никто им этого не говорил. Это все было просто на уровне человеческих качеств каких-то. Знают его многие, почти. Ну, не знаю, страна наша маленькая. Все с ним общались, все с удовольствием. Я думаю, что, конечно,
человек не может всем нравиться. Есть, возможно, те люди, кому он не нравился, я не знаю, но я думаю, что это просто меньшинство. Все, кто его знал, с кем он общался, все могут подтвердить, каким он был человеком. Так получилось, что когда мы с ним поженились, соединили наши судьбы. Он был обычным молодым человеком. На нем не было никакого статуса, который возник потом. Это уже была его судьба, его жизненный путь. И для нас он всегда был просто нашим защитником. Значит, так получилось, что события, начну с самого начала, произошедшие в 2000 году, когда он пошел на тот шаг, который впоследствии привел его в места лишения свободы. Это все произошло через 3 месяца после смерти его отца. Так сложилось. Он переносил это горе, и тут получается другое, значит, событие тоже ему пришлось. Он пошел на тот шаг, защищая свою честь, мужскую честь, честь своей семьи, являясь на тот момент старшим в семье после отца. Он защищал и оберегал своих младших братьев, сестер, детей, мать. В общем, он защищал честь семьи. Так получилось. И не надо, пожалуйста, его за это осуждать. Это его судьба. Как следствие, он попадает в тюрьму, отвечая за свои действия. И там он попадает тоже в совершенно новый, чужой для него мир. Это значит мир людей, заключенных, которые тоже, у всех свой разный путь, они попали в эти места, но он видит в них просто людей, которые когда-то оступились. Это тоже чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то дети. Он никогда не разделял людей, никогда, даже впоследствии, имея такое уважение, имея такой авторитет, для него все были равны. Все, какое бы положение ни занимал человек, будь он уборщиком, или поваром, или дворником, или при какой-то должности, все были для него равны. Он всегда жил по человеческим законам. Попав туда, он не желал этого. Просто так получилось, что те люди, доверяя ему, видя его сильный дух, они просто доверились ему. И ему пришлось взять за них какую-то ответственность. Он видел, что это люди, очень многие, обездоленные, им было там тяжело. Он просто им помогал. Помогал, чем мог. Своими советами, своими наставлениями. Он пытался, чтобы они раз, приступив закон, не приступали в дальнейшем человеческие законы. Он пытался как-то
это общество, оно есть и будет. От него никуда не денешься. Заключенные будут всегда, люди, нарушившие закон, они есть всегда. Это большое количество людей. И он пытался просто по-человечески, наверное, как-то им помочь. И они впоследствии просто сами тянулись к нему, выбрали его, возможно, каким-то человеком, своим лидером, который учил бы их, защищал бы от чего-то, давал бы им вообще дух какой-то, силу какую-то. Он этого не выбирал, как впоследствии вот сейчас пишут, он выбрал этот свой путь, он выбрал этот криминальный путь, он хотел, нет. Возможно, на нем потом был статус, этот статус вор в законе. Но он не был никогда ни вором, ни бандитом. Он был очень добрым, благородным человеком. Возможно, кому-то сейчас будет смешно, но это только тем, кто его не знал. Все, кто его знает, я уверена, что они оценивали по достоинству его как человека. Это был человек с большой буквы. И я прошу, он помогал очень многим, очень многим. Все, кто к нему обращались за помощью, он никогда никому не отказывал. А обращались к нему очень многие люди. И даже те, которые никогда в этом не признаются, будут это скрывать, но это их право. Но кто бы к нему не обращался, он никогда никому не отказывал. Он помогал очень многим обездоленным, вдовам, сиротам. И я просто прошу тех людей, которые когда-то получили от него какую-то поддержку, пожалуйста, вспомните его просто добрым словом. Пусть все ваши молитвы, все эти добрые слова, все воздадутся ему на том свете. Я очень прошу, сейчас это все делается через соцсети, просто напишите «светлая память». И все, можете больше ничего не писать. Пусть люди видят, сколько человек это напишет. Через детей, через внуков. Не знаю, у кого есть Инстаграм, а сейчас есть у всех. Просто, пожалуйста, напишите «светлая память». Я хочу, чтобы там, где сейчас он оказался, это хотя бы ваше слово. Вот эта память о нем, ему тоже там будет от этого легче. И дальше, возвращаясь к тому моменту, хочу сказать еще раз, что он не выбирал этот путь, так получилось. Он нес ответственность, будучи по жизни человеком очень ответственным. Просто он был невероятно сильным человеком. В нем был такой дух, что он всегда ощущал, что он должен кому-то помогать и кого-то защищать. И он не мог просто отречься от этих людей, которые называют заключенными, бандитами. Они тоже люди. И он это знал. Он чувствовал, что его поддержка, его какие-то советы, наставления им нужны. Он пытался, будучи
человеком, который вел очень здоровый образ жизни. Он даже не курил, не говоря уже о наркотиках. Он был противником наркотиков. Он пытался, все знают, что зона это, тюрьма это такое место, где, наверное, люди употребляют наркотики, что-то. Он пытался это все предотвратить, как-то говорить словом, что не надо этого делать. И то, что в дальнейшем в соцсетях выйдет, что он наркобарон наравне там с какими-то колумбийскими наркобаронами, которые просто тоннами эти наркотики производят, продают, делают на это миллионы, миллиарды. Это все пустые слова. За свою жизнь он даже не притронулся к этим наркотикам. Я хочу, чтобы вы знали это. В общем, это его судьба. Это его жизненный путь. Так было уготовано свыше, и он нес эту ответственность с достоинством. Он понимал, что у него нет назад пути, потому что он предаст просто тех людей, которые ему доверились. Он был патриотом своей страны. Он любил свой народ и всегда думал о будущем страны. Возможно, поэтому это тоже одна из причин, почему он считал своим долгом нести ответственность за тех людей, которые ему доверились, за определенный контингент людей. Это тоже было во благо страны. Хочу сказать, что когда были какие-то события в нашей стране, которые угрожали нашей стране, нашему народу, он всегда первый поддерживал. Это конкретно событий касается Ожских 2010 года, когда поступили первые сигналы о том, что там происходит. Сразу же вышли на него, просили его о помощи. Потому что в таких ситуациях оказывается, что те самые ребята, которых в обычное время, спокойное, мирное, которые считаются изгоями общества, какими-то преступниками, именно в такие моменты жизнь показывает, что именно у этих ребят больше чувства долга. И они первыми просто пошли защищать свой народ. Я это знаю. Именно эти уличные ребята. Но это нигде не освещалось, это говорю я сейчас. Просто чтобы вы знали уже после того, как он умер. Это мой долг сказать. Потом, когда были баткенские события, тоже постоянно была угроза на границе. Он тоже никогда не был в стороне, тоже всегда помогал своему народу. В общем, когда были какие-то события в стране, никогда он и эти самые ребята, они всегда были в передних рядах.
Потому что оказывается, что у этих ребят тоже есть какие-то очень высокие моральные принципы. И вот он всегда думал о будущем своей страны. Он очень любил, особенно являясь уроженцем Чолпон-Аты, он всегда любил бывать здесь. Он никогда не выезжал никуда за границу отдыхать или лечиться, я не знаю. Он всегда всем, сколько людей приезжало к нему в гости из других стран, очень много людей приезжала к нему, он всегда всем говорил, когда они рассказывали что-то, а надо туда съездить, сюда, он всегда всем говорил, это все знают, что моя страна, Кыргызстан, самая лучшая, и что я отсюда никогда никуда не уеду. Что меня здесь ждет, значит, я понесу это до конца. Чтобы куда-то уезжать, сбегать, такого у него никогда не было. И когда говорят, что у него какие-то заграничные счета, миллионные, долларовые, я вам заявляю, что никаких счетов, никаких денег, ничего он нам не оставил. Все, что он заработал за свою жизнь, а он заработал это своим трудом, так как он с 8 лет уже зарабатывал, будучи еще совсем маленьким мальчиком, он уже зарабатывать начал. Если люди спросят, как, обыкновенно продавая черешню с огорода своего дедушки, так как на Иссыкуле все знают. И это был работяга, очень трудолюбивый человек по жизни. Сейчас будут спрашивать, как он зарабатывал, а сейчас много способов. Сейчас, вы же знаете, даже женщины без мужей, молодые ребята, сейчас просто бизнесменов много. Вдаваться в это я не буду. Все, что он зарабатывал своим честным трудом. И он всегда это говорил. У него были большие бизнес-проекты какие-то. Он общался, я говорю, со многими бизнесменами, возможно, с нашей страны, возможно, где-то за пределами нашей страны. Но это все было честно, прозрачно, никого он не грабил. Я думаю, что сейчас не найдется ни одного человека, кто бы мог прийти и сказать, он отобрал у меня что-то. И он всегда мне это говорил, и детям всегда говорил, что даже когда меня не станет, надо жить так, чтобы никто впоследствии не мог сказать ничего плохого. И он старался, чтобы его родной край, Иссыкуль, процветал. Он говорил, что это курортный район, это такое место в нашей стране, куда туристы приезжают первым делом. Он хотел, чтобы здесь тоже, он говорил, почему в других странах есть какие-то красивые места, какой-то сервис. Это все должно быть на Иссыкуле тоже. И тут есть такие объекты. Все знают спортивный комплекс «Барс», который построен на участке, оставшемся от его отца. Он построил, он всегда говорил, что хороший сын
это хорошо, когда сын хотя бы не растеряет то, что оставил ему отец. А еще лучше, если он это приумножит. И это было его мечтой, что на вот этом участке, который оставил отец, вот этот маленький домик, они начинали это все вместе с матерью. Он говорил, пусть тут будет такое место, чтобы сюда приезжали люди не только с нашей страны, а вообще со всего мира. Пусть они видят, почему это именно спортивный комплекс, потому что все знают, что эта местность на Иссык-Куле, она Советского Союза еще ценилась. Сюда приезжали спортсмены, всегда здесь проходят хорошие тренировки. И он не строил себе какие-то дома или дворцы. Он все делал для людей. Он говорил, пусть люди, которые приезжают, видят, что в Кыргызстане тоже есть такие места красивые. Пусть приезжают сюда, они отдыхают с комфортом. Эти комплексы, вот ресторан «Барашек», который вы знаете, это все начиналось спрашивать, на какие миллионы он это строил. Это все брали кредиты с банка. Это есть документально, есть это кредитная история. Это, пожалуйста, все можете проверять. Пансионат на берегу Каганат. Там даже нет нашего дома, если кому-то интересно. Все дома, все квартиры являются собственностью совершенно чужих людей. Они просто покупали в свою собственность. Он принимал участие, будучи местным, и имея у него были такие идеи, просто не знаю, я думаю, что после него не сможет никто повторить то, что он делал. И если говорят, что он отстроил этот Каганат себе, у нас там даже нету дома, ни коттеджика. Это все для людей. Он вложил туда свою душу. Он говорил, что пусть будет такое место. На Иссык-Куле должно быть такое место, куда люди будут приезжать и не говорить, что ой, в бедном Кыргызстане там все старье. Он хотел, чтобы это люди видели. Рядом тоже строится еще один объект. Вы знаете, что рядом вот с Каганатом, там на пляже стояли домики, 10 лет стояли недостроенные. И после того, как вот Каганат построился, они сами попросили, пожалуйста, возьмите, пусть эта компания ваша берет строительство на себя. Все, сделайте. И сейчас этот объект строится. Там рядом есть Блондер паб на берегу. И эти все объекты, они работают всего лишь 1,5 месяца в год. Чтобы там зарабатывались миллионы, вы понимаете, 1,5 месяца в год. Когда его спрашивали, зачем строить вот такой ресторан на берегу, да, который работает всего 1,5 месяца, что за доход? Он говорил, мне не интересен доход. Мне нужно, чтобы когда на 1,5 месяца приезжали люди, им было где отдохнуть, чтобы они могли нормально посидеть, насладиться видом на наше озеро. Все
те объекты, которые находятся на Иссык-Куле, они просто работают в сезон. Чтобы там были миллионы, миллиарды, такого нет. И сейчас эти объекты опечатываются. Ну хорошо, пусть проверяют. Я говорю, там все прозрачно. Он старался, чтобы здесь, в курортной зоне Кыргызстана, были такие места, куда могли бы прийти туристы и просто посмотреть на это, отдохнуть здесь, уехать как бы с очень хорошими впечатлениями о нашей стране. Тут строится торговый центр в Чолпон-Ате. Он тоже строится на кредит. Это все есть. Эти объекты, они все находятся в залоге в банке в данное время. И тоже зачем им, тоже были такие вопросы, зачем такой торговый центр в Чолпон-Ате. Это уже можно делать где-то в Бишкеке, для бизнеса и так далее. Он говорил, нет, рядом такие города Каракол, Балыкчи, здесь негде даже детям прийти отдохнуть, здесь даже нет кинотеатра. Он хотел, чтобы это все было в сезон и для местных жителей, и для туристов, чтобы они приходили, чтобы было что-то интересное. Он хотел, он был созидателем. И все, что он зарабатывал с одного объекта, если вот достроенные поступали какие-то деньги, он все вкладывал в другие, которые строились. У него было очень много идей насчет Чолпон-Аты, насчет курортного места нашей страны. Построить здесь такие места, просто такие общественные места для общего пользования. Опять же, это все для общего пользования, не для себя. Он мог, я не знаю, как-то все стараться. Он говорил, зачем? Зачем? Ничего с собой не унесешь. Жизнь коротка. Никто с собой ничего туда не унесет. Он хотел это все оставить для людей. Что сейчас и произошло. Я еще раз повторяю, нет никаких накоплений, каких-то сундуков, чемоданов, набитых деньгами, каких-то слитков золота. Ничего этого нет. Есть то, что он создал. Есть эти объекты, за которые надо платить сейчас кредиты в банк. Следовательно, их нужно запустить. Не надо их опечатывать, они должны работать. Просто для народа, для людей. Если нужно что-то проверять, да, пусть это все проверяется. Вот. И сейчас началось вот опечатывание этих объектов. Следовательно, мы не сможем выплатить кредиты, если они будут опечатаны, потому что эти объекты, они сами себя и оправдывали. Вначале брался кредит, строился, затем почему это все делалось быстро, не годами, это все делалось быстро. Они начинали как-то работать, и вот эти заработанные деньги мы до сих пор выплачиваем кредиты. Не было никаких миллионных оборотов. И скольким людям вообще, сколько людей кормили свои семьи. Вот сейчас эти объекты будут закрыты, они тоже остаются без заработка.
также хочу параллельно сказать, что просто все работники, которые работали на этих объектах, они просто все его обожали как человека доброго, щедрого, отзывчивого, который всегда им поможет. Они просто его любили как человека. И то, что сейчас говорят, кого-то он запугивал или что-то делал, никогда они не запугивали. Вы же понимаете, что насильно мил не будешь. Они его сами любили от души. Все, кто с ним общался, все его любили, все его уважали. Он никогда не делил людей по национальностям. Здесь наша страна многонациональная. И если спросить всех этих людей разных национальностей, они все скажут о нем доброе слово. Я просто в этом уверена. Сейчас началось следствие. Пытаются выяснить, найти, наверное, какие-то миллионы, я не знаю. Вызывают работников, вызывают, уже начали вызывать родственников, детей, обычных работников по найму, которые просто делали свое дело. Урматтуу Садыр Нургожоевич, Урматтуу Камчыбек Кадышаевич. Разберитесь, пожалуйста, что сейчас происходит. Я вдова, оставшаяся одна, с детьми, с внуками, с больной свекровью, которая перенесла инсульт. И я просто ощущаю эту ответственность на себе. Пожалуйста, прекратите эти действия, направленные против меня и моих детей. Те люди, которые работали или общались с нами, это наши кудалар, наши родственники, друзья. Они просто с нами общались. Не было никаких преступных группировок или схем, которые сейчас пытаются выявить. Я считаю своим долгом, так как нет моего супруга, эта ответственность перешла ко мне. Я прошу за своих детей, за этих сотрудников, которые работали, за тех людей, которые с нами общались, за наших кудалар, за всех. Они ни в чем не виноваты в том, что они общались с ним общались многие. Пожалуйста, проявите великодушие. Ваша сила, ваши возможности и ваша власть проявляется не в том, что вы можете совершить какие-то действия над вдовой и ее малолетними детьми, внуками. Ваша сила в вашем великодушии. Пожалуйста, сделайте такое великодушие, оставьте вдове то, что нам оставил наш отец. Это единственный источник дохода, который у нас есть. Я еще раз повторяю, на все эти объекты есть история. Это все строилось на кредиты. Многие до сих пор в кредитах, еще раз скажу. Это единственный источник дохода. Там нет большого дохода. Это все сезонное. Мне нужно как-то прокормить своих детей,
внуков, потому что дети наши не могут работать ни в каких госструктурах. Вот. И единственное, вот они могут заниматься каким-то малым бизнесом. В этом нет ничего преступного. И сейчас наш отец, работая всю жизнь, он работал, я еще раз говорю, что он работал и зарабатывал деньги чистым трудом. И то, что говорят, что он жил на средства, грабил или отбирал, пусть придет хоть один человек и скажет, что он грабил. Он кроме помощи и доброты людям, плохого он не делал. И то, что какие-то миллионы крутятся в тюрьмах, вы же понимаете, что в тюрьмах это полная нищета, что к нему поступали оттуда какие-то миллионы. Конечно же, нет. Это чисто заработанные деньги, и он мог обеспечить своих детей. Поэтому, когда даже говорили, что, возможно, надо, может быть, как-то там где-то что-то прятать, он говорил, зачем? Зачем? Вот все, что он заработал, это все вот осталось вот в этих коммерческих объектах. Это все открыто. И, пожалуйста, пусть они продолжают функционировать. Проводите проверки, какие нужно. Сейчас даже у любой семьи есть машины на семью. Одна — это как минимум. Есть по 2, по 3. Неужели он за всю свою жизнь не мог купить машины мне или своим детям? У него были на это средства. Сейчас изымаются эти машины. Я вас прошу, не делайте этого. Пусть это останется как память, как наследство от нашего отца, от моего супруга. И не надо думать, пожалуйста, что они будут теперь разъезжать на этих машинах. Никто уже не будет радоваться жизни. Я просто хочу, чтобы это осталось наследство от нашего отца детям. Я хочу, чтобы то, что он нам при жизни дал, чтобы это просто осталось при нас. Если кто-то думает, что вот они тут остались, будут жировать, кайфовать, такого не будет. Все, что было самое ценное в нашей жизни, уже его нет. И до конца жизни никто из нас не будет от сердца там ходить, радоваться или смеяться, или там кайфовать, разъезжать на этих машинах. Нет. Просто как в память об отце, пожалуйста, я прошу. Сделайте, покажите, пожалуйста, свое великодушие. Скажите одно слово. Уважаемые Садыр Нургоджоевич и Камчебек Кадыршаевич, скажите, пожалуйста, одно слово. Помиловать. Оставьте эту вдову с ее детьми в покое. Я не желаю вашим женам, чтобы они сидели вот так и кого-то просили о чем-то. Пусть вы проживете до старости вместе. Пусть ваши жены не познают того, что испытываю сейчас я. Пожалуйста, в этой ситуации может оказаться любой.
Я вас прошу, защитите нас. Я вас прошу, как вдова, как женщина, оставшаяся одна, с детьми, с внуками и с больной матерью. Пожалуйста, проявите великодушие. Оставьте, пожалуйста, нас с тем, что мы имеем. Ничего особенного там нет. Я верю. Не зря вас избирал наш народ. Они верят в вас. Я верю в вашу справедливость, в ваше благородство,